Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Это Код войны и Адам фон Грац. Сегодня мне хотелось бы высказаться в отношении конференции, которая должна пройти 26 июня этого месяца. И моего видения того, почему нужно принимать в ней участие. С точки зрения политики, любой человек делится на три категории. Первая категория – это свободные люди. Они имеют права, и называются по-разному, но они имеют гражданские права и понимают, что и гражданские права, и гражданские обязанности в отношении своего собственного народа и государства – это то, что должно быть. Иначе, если они не хотят, чтобы над ними установили власть кто-то другой, они должны сами установить над собой власть. И подчиняясь порядку, который эта власть устанавливает, а сам этот порядок подчиняется принципу справедливости, который закладывается в основу законодательства. Так вот, эта категория людей, эта категория граждан, она понимает, что это необходимо делать, иначе, если они не установят над собой власть, то над ними установят власть некто другой. Это категория первая. Вторая категория – это категория, которая называется рабов. Ее можно назвать по-другому, их также можно назвать гражданами. Юридически они могут называться, как они хотят, но в действительности они рабы, поскольку они не в состоянии понять, что такое явление, как права, требует некоторых усилий для того, чтобы достичь их, для того, чтобы власть подчинялась и устанавливалась во имя этих самых прав и во имя того, чтобы человек пользовался этими правами. Эта категория людей, вот есть, к сожалению, то, что происходит сегодня на нашей исторической родине, в Чечне, это та категория, которая попала под действия российских властей, поскольку мы не установили и не сохранили на нашей территории и под контролем нашего населения нашу власть. Соответственно, это сделали другие, в данном случае это сделали русские, установив там власть, которая подчиняется чисто арабским законам. То есть они выбрали из категории их рабов, выбрали самого ничтожного раба и наделив этого самого ничтожного раба властью, они посредством этого ничтожества превращают в ничтожество всех наших людей, которых мы оставили там и о которых мы, соответственно, переживаем. Это вторая категория. И между ними существует по своему злу потому какое зло они совершают, существует третья категория, которая, если я не ошибаюсь, в Древней Греции называлась категорией идиотов. То есть идиот – это человек, обладающий гражданскими правами, но сознательно отталкивающий эти права и обязанности от себя и не участвующий в политической жизни. И если вы заглянете в Википедию, вы примерно такого рода определение найдете этим людям. Так вот, сегодня, когда между нами нет единства, а я имею в виду, когда нет единства между теми чеченцами, которые находятся в Европе и имеют на территории европейских народов и государств право выражать свободно свои мысли, эти люди так вот, обладая всеми возможностями говорить, выражать свои политические воззрения в отношении того, что происходит у нас на родине, эти люди сами отказываются от того, чтобы эти мировоззрения высказывать, и опираясь на то, что власти чеченские, те, которые были в 1999 году до вторжения, что эти власти как бы скомпрометировали себя, и то, что происходило начиная с 2000-х годов и до сегодняшнего дня в среде тех, которые относили себя к сторонникам независимости и
делали какие-то политические акции и движения в эту сторону, что между ними нет никакого согласия. Опираясь на эту точку зрения, они как бы отказываются от того, чтобы участвовать в политической жизни. Так вот, это обстоятельство не делает вас, людей, которые отказываются от участия в политической жизни, не делает вас более разумными. Это категория идиотов, и эта категория идиотов в действительности сегодня стала настолько велика, что мы просто-напросто не знаем, что с ними делать. Таким образом, можно говорить все, что угодно, но эти три категории существуют. Одна категория – это категория граждан свободных, которая проявляет свои политические мировоззрения, свои права и участвует в том, что касается выражения этих политических прав и свобод. Вторая категория – это те категории, которые любой режим для них подходит, лишь бы, чтобы им было что есть, где спать и вести себя подобно тому, как ведут себя скоты. И третья категория – это категория идиотов, которые бегают между ними туда-сюда и как по большей части сеют фитну, так сказать. Так вот, я обращаюсь к тем людям, которые, несмотря на то, что те люди, которые возглавляли политическую оппозицию здесь, в Европе, скомпрометировали себя, в корне скомпрометировали себя, но тем не менее мы должны найти сейчас какую-то основу, и на этой основе мы должны прийти к согласию, и к этому согласию призывают те, которые устраивают эту конференцию, и те, которые призывают, так сказать, остальных людей принять в ней участие. Власть устанавливается в любом виде, в любое время, всегда устанавливается в двух видах. Первое, либо она выбирается, то есть люди свободно приходят и выбирают от себя власть и устанавливают порядок и законность. Либо вторая категория, это власть навязывается. Она может быть навязываться теми, кто внутри этого народа могут захватить эту власть и навязать ее, как это пытается сделать сейчас Ахмед Закаев. То есть он совершенно незаконными путями присвоил себе власть и пытается теперь говорить от имени чеченского народа и говорить от имени чеченского государства. Это обстоятельство приводит к тому, эта незаконность во всех его действиях и в том, что как он приходит к этой власти, и в том, что он говорит и делает от имени этой власти, все эти обстоятельства, они уже были оговорены организацией Барт-Маршал, было проведено, соответственно, общественное расследование того, что кроется под конфликтом вот этих трех ветвей власти, под тем, что называется борьба за легитимность. Но так или иначе, когда государственные институты, как говорят на немецком языке, versagt alle, то есть когда они не способны, оказываются недееспособны организовать массу, а здесь у нас огромное количество людей, 300 тысяч населения в Европе, это огромное количество людей. Так вот, когда эти государственные институты оказываются не в состоянии организовать эти массы для того, чтобы повести их в правильном направлении, в ход вступают общественные организации, которые констатируют факт, да, сначала общественная организация Барт-Маршал и люди, которые находились в этой организации, пытались всеми возможными путями посадить за стол переговора эти три стороны, конкретно Закаева, Идигова и Сараляпова, для того, чтобы, не вынося этот ссор, как говорится, в общественное пространство, решить этот вопрос внутри них и, определившись с тем, кто является главой государства, каким-то образом внести в этот вопрос ясность. Что у них получилось, они это сами рассказали. У них не могло ничего не получиться другого, но тем не менее, это огромная общественная работа, которая должна была быть кем-то проведена. Алла Рейс Хильшуна, они эту работу провели и пришли к выводу, что посадить эти три
эти три государственных деятеля за один стол переговоров невозможно, и, соответственно, невозможно вывести легитимного правителя из этой категории, и после чего была объявлена необходимость каким-то образом этот вопрос отрегулировать. И сейчас именно речь идет о том, чтобы отрегулировать этот вопрос, вопрос легитимности власти. Сегодня этот вопрос может быть решен только в среде европейских здесь чеченцев, поскольку те чеченцы, которые находятся на территории Российской Федерации и на территории Чечни, эти чеченцы лишены этой возможности, они не могут высказать своих политических взглядов, поскольку не жизнь, их собственная жизнь или же собственная жизнь тех людей, которые им дороги, подвергается опасности. Соответственно, это обстоятельство, конечно, оправдывает их, но это обстоятельство ни в коей степени не позволяет нам решить этот вопрос. В конце концов, должен быть найден какой-то ответ. Мы должны отрегулировать наши отношения с Россией, но для этого нам необходимо прийти к согласию внутри себя, внутри нашего общества и выставить какого-то одного лидера, и наши позиции, наши консолидированные позиции высказывать посредством этого лидера. Никто никогда и нигде не приходил к победе иначе, как после того, как выбирался сначала один лидер, после этого посредством этого лидера и посредством тех людей, которые общество делегировало к этому лидеру и представляло к этому лидеру для того, чтобы выражать через этих представителей свою точку зрения на вопросы государственного устройства. И по-другому это никак не делалось. Сначала необходимо решить вопрос лидерства, после чего необходимо решать вопрос представительства, а уже после этого необходимо формировать понятие государственного интереса и механизмы его выражения посредством тех или иных институтов в сокращенной форме или же в полноценной форме. Все это будет решаться после этого. Теперь пришло время, когда мы должны этот вопрос снять с повестки дня, а именно вопрос, кто является нашим лидером. Поэтому либо власть мы установим сами, это один вариант. Второй вариант, над нами установят власть, это то, что произошло в Чечне. Либо третий вариант, вы можете болтаться туда-сюда, но ни к чему полезному это не приведет, и мы, как народ, перестанем существовать, лишившись и своей культуры, и своей религии, и всего полезного, что может быть в каком бы то ни было народе. Поэтому я призываю всех откликнуться на эту конференцию на уровне, на местных уровнях, обговорить, какого рода представительство могло быть. Либо ехать тому, кто может туда поехать, либо делегировать тому, кто туда едет, кто может поехать, вокруг него собраться, или делегировать какого бы то ни было человека, в зависимости от того, кому вы больше доверяете и какую точку зрения он должен принести туда, в Страсбург, и что он должен высказать и кого он должен поддержать. Поэтому я надеюсь на то, что эта встреча принесет благо для нашего народа и будет полезна для нас в дальнейшем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.